нам очень важно немного доскональнее посмотреть на этиологию, особенно психических расстройств и психологических проблем, причин возникновения. Да? Более подробно не надо. Потому что, не зная причин, нам трудно будет провести коррекцию и лечение. Да? Если мы четко знаем, от чего появилось, тогда нам легче помочь. Многие психические расстройства на сегодняшний день, многие тяжелые психические расстройства, причины не ясны. Поэтому лечение не очень результативно. Альцгеймера. И поэтому знаю, я вот особенно тяжелые психические болезни, которые не имеют, не знаем причину, этих людей я не считаю, что я их лечу. В лучшем случае могу сказать, я их поддерживаю. Но слово лечить не применимо. Понятно? Вопрос такой, щепетильный здесь. Вот здесь генетические, биологические, нейрофизиологические, психологические факторы. Генетика – это целая область. Биологические, особенности биологических причин, это тоже очень сложно. Мы сегодня утром немного с вами, когда покопались, оказалось, это очень сложно. Нейрофизиологический и психологический фактор. Вот психологический фактор особо будем останавливаться, потому что это наша сегодняшняя жизнь. Со всеми там мелочами и так далее. Немного надо будет диагностика общего положения в клинической психологии, уточнять общие понятия. Дальше идет основные группы психических расстройств амбулаторного уровня. То, что мы видим каждый день на своей практике. Практике семейного врача. Дома, на работе. Я и среди них живу. По последним исследованиям, если верить англичанам, 60% населения нуждается в нашей помощи. По данным российских, они так средние взяли, от 30 до 40% населения. Но американцы не дали никаких этих, но просто есть такие данные. 37% американцев сидят антидепрессантах. Не все. Практически. 37%. Это очень большой спор, да? Поэтому эта тема, мне кажется, актуально, конечно. Основные группы надо будет посмотреть, да? Да. Невротические расстройства, невроз, вы знаете, невротик слово. У меня невроз, да? Ипохондрик, меланхолик, та-та-та, все. Истерички, ну, здесь очень большая группа. Ну, я буду останавливаться на тех, которые наиболее часто в моей практике ежедневно встречаются. Дальше идет аффективное расстройство настроения, депрессия. Депрессия сегодняшний день бич современности. Депрессивное расстройство, если верить прогнозам, в 2021 году он будет занимать первое место по распространенности. Оставляем все остальные. Первое место по распространенности. Оставляем. Я помню 80-е, середина 80-го года. У меня месяц, 2-3 случая депрессии. Я диагностировал, лечил. Сейчас каждый день по 3, по 5 человек. Куда деваться? Актуальный вопрос.
аффективное расстройство настроения. Бывает не только депрессия, то бывает мания, интересно. Манические состояния. Он представляет большую опасность и для нас, и для самих больных. Поэтому мы должны знать об этом. Хорошо? Актуальная тема? Пошли дальше. Методы клинической интервенции. Это вот психотерапия, в частности, еще раз будем немного углубляться на частных методиках. Есть и принципы психофармакотерапии. Основные фармакологические средства, которые сейчас используют в нашем регионе, наши врачи. Небольшая группа, не будем доскональный механизм действия, вам это не нужно. Вы должны знать, какая группа существует. Да? Из каждой большой группы 2-3 препарата. Его можно написать, быстро ему усвоить. Даже простые люди знают. Меня вот этот антидепрессант выпишите. Мне такой транквилизатор выпишите. Мне доктор назначает. Чтобы вы знали. Хорошо? Большая тема стресс, учение о стрессе. Природа современного стресса. Чем его едят, насколько он полезен, насколько он выгоден, насколько он вреден, как преодолевать стресс, пути преодоления. Есть такой адаптационный возможности человеческой психики. Об этом будет. Современное состояние здоровья населения и проблема адаптации сегодня. Будущая медицина вообще в целом это медицина адаптации. Мы должны подготовить людей жить в вечно изменяющемся мире. Так? Здоровья мы не дадим. Мы единственное можем помочь адаптироваться. Да? Сейчас медики зря говорят, что они вылечивают. Нет. Многие хронические заболевания мы не вылечиваем. Гипертонию вы вылечиваете? Скажите, вот кто гипертонию вылечил? Нет. Временно. Язвенные болезни желудка, 12-перстник, кто вылечил? Скажите. Да? Любые многие хронические вы не вылечили. В данном случае проблема адаптации. Адаптировать этого человека, жить с этой болезнью. Не болезнь управлял мною, чтобы я управлял болезнью. Научиться. Хотя бы поровну. Пусть чуть-чуть он управляет мною, чуть-чуть я буду управлять. Да? Наполовину хотя бы. Да? Да? Тогда более-менее можно жить. Без обострения. Да. Вот тяжелых больных психическим расстройством здесь. Мы обучаем жить среди нас, адаптироваться, общаться с нами. Вот здесь поэтому их собираем. А этих ребят списали. Психиатры сказали, конец твоей жизни. Все, всю жизнь ты дурной. Будешь дурным, все, иди. С таким диагнозом выглядит. А мы их обучаем. Да, ты дурной, но ты вполне можешь жить нормально с нами. Общаться с твоим диагнозом. Да, у тебя шизофрения. Нормально, иногда обострение. Но ты можешь жить со мной. Делать свои дела. Вот проблема адаптации. Да? Поэтому по адаптации у нас должен быть четкое представление. Да? Он адаптируется, что не видно, да? Нивелируется, вообще его Мы сделали так. Взяли журналистов, чиновников, врачей и психических больных. Всех совещали. Друг друга не знают, повезли в Сукут. На 3 дня. отдыхать, да? Все. Смешано.
друг друга спрашивают, кто психически больной. А не сказали есть, да? Да. Среди них, да? Все друг друга потихонечку Подозревают. подглядывают. Где же Я психически дохожусь, да? Вижу три яблоки. Такой эксперимент такой Нашли? сделали. Ну, однажды мне один журналист приходит, так и говорит, со мной, по-моему, психически больной живет. Ну, кое-что заметил. Я говорю, не знал. Так что проблема очень интересная здесь. Ты выкупишь. Вот здесь проблема связана с шизофренией. Почему я это выделил? Потому что шизофрения пугает всех. Да? Да. Всех пугает. Изводит они даже. Понимаете? Обзывает шизик. Да? Послушал это шизофрения. Да? Хочешь оскорбить? Вот это есть корень стигмы и дискриминации. Мы должны чуть-чуть понять иметь, да? Хорошо? Вот тот вас будет считать психологами, они не будут говорить, что вы не знаете шизофрению. Они могут сказать, вот соседа шизофрения, ну помоги что-нибудь сделать. Его положить вот так. Ну, определить можно, да, шизофрению? Ну, конечно, можно определить. У нас на скорую Ну, была, это когда слушай, вы с ним просто когда разговариваете мы или утром девушку привезли, ну, такая вот симпатичная, хорошая. Вот она у нас с утра на дежурство мы засуспели, до следующего утра напела индийские песни. Не прерываясь. Это и есть шизофрения? Ну, это, скажем, Яков, ну, вы сколько сможете стрелять? Да, здесь вопрос, диагностика очень сложный. Сложно. Значит, есть такое понятие психоз. Ну, об этом мы скажем. Не будем об этом говорить. Сейчас вот проблемы патронатика разберем. Хорошо? Зависимость от психически активных веществ. Химическая зависимость, игровая зависимость сплошь и рядом. Да? Особенно игровая вообще у детей. Вопрос злободневный. Оставляем? Да. Да. Может, разговаривать? Может, не играть? Какой там первый? И очень сложный вопрос на сегодняшний день. Эти люди остались за бортом. И очень трудно с ними. Это эпилепсия. Понятие трудное, лечение трудное, подход трудный. Это очень такое интересное заболевание. Он не относится к психическим расстройствам. Это неврологическое заболевание. Но почему-то психиатры, это неврологи к нам таскают. Мы обратно к ним. Вот так вот очень. Между невропатологами. Но это же бывает приобретенное. Ну, причина во всем это я буду говорить. Но если только я исторический факт скажу. Юлий Цезарь эпилептик, Петр I эпилептик, Наполеон эпилептик. Что вы хотите? Влюбленность? Это Они же не приступ. спят там что. Ну, особенности я вам расскажу. Интересные факты и интересные проявления. Сегодняшний эпилептик. Если молодую девушку 5 раз резали по поводу острого живота, у нее форма эпилепсии, пожалуйста. 5 раз операция важна. Интересно? Не только не опасно. Да? Висцеральная форма эпилепсии это очень страшно. Трудно диагностирование. Без конца лечить это бесполезно. Такие можно один не вопрос, а как бы предложение. Вот тут в зависимости от активных веществ химического, а есть же еще человеческие такие эмоциональные созависимости. Об этом мы будем говорить. Мы всегда к чему-то зависим. Каждый из нас есть зависимости. Вот, да, вот в взаимоотношениях, вот В эмоциональная сила, да. взаимоотношениях есть. Есть любовь, есть просто привязанность, есть Это уже привычка. тема целая. Это очень интересная тема. Да, просто- Но обо всем здесь по ходу мы будем говорить. Так, головные боли. Практика врача общих.
Каждый третий головным болью приходит ко мне. Это надо знать. Природа головных болей. Когда вы реально можете снимать буквально на глазах. Понимаете? Да. Некоторые вещи. Ну, вы должны знать. Сексуальные проблемы современности. О, сейчас это очень большая проблема. Отсутствие присутствия. Излишки. Нет, здесь, если мы говорим сексуальные проблемы, это взаимоотношения, механические сексуальные связи, это не проблема. Я вам покажу. Доказательства. Ведение сексологии. Наука. Все. Наука – это не просто секс. Это наука человека. Поэтому я решил. И многие проблемы, которые связаны с сексуальной культурой, сексуальными проблемами, они прямым образом влияют на общее соматическое состояние, психологическое состояние.